Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас в гостях Альберт Васильев, лидер движения за новый социализм якутского нашего местного отделения. А так, с вами студия Красный Коннект и я, Андрей Данилов. Добрый день, Альберт. Добрый день. Ну, расскажи, представься, что вы за движение, чем вы занимаетесь, кто ваш лидер, Николай Платошкин, нашим подписчикам. Да, я представляю, я как бы не лидер, я координатор движения за новый социализм по Якутии. Лидером является Платошкин Николай Николаевич, это уже политик федерального уровня, масштаба. Буквально несколько месяцев назад, в мае этого года, ему Присудили? Присудили 5 лет условно, подали о протестовании, но пока еще от суда никакого ответа нет, а так до этого он почти целый год сидел под домашним арестом, можно сказать, по надуманным обстоятельствам, высосанным из пальца. Его обвиняют в экстремизме, насколько я помню, правильно? Да. За какие-то высказывания. Судья сказала, что хоть он призывал к мирным законным протестам, но в формулировке было указано, что он под этим подразумевал там какие-то такие незаконные действия. Надуманный такой предлог, да? Да, там вообще когда зачитывали... Альберт, скажи, пожалуйста, это может быть специально, чтобы он не участвовал на выборах, получив статью? Да, там такая статья ему присуждена, сейчас я точно прямо номер статьи не помню, но она подразумевает того, что человек не имеет права участвовать в выборных кампаниях. То есть он сейчас не может избираться, допустим, в Государственную Думу, быть кандидатом. Совпадение, как говорится? Не думаю. Альберт, расскажи, пожалуйста, сейчас какие отношения у КПРФ и ДЗНС Николая Платошкина? В преддверии предстоящих выборов. В июне, 24 июня был съезд КПРФ, где Николай Николаевич там участвовал, и был заключен союз между движением за новый социализм, КПРФ, и был, скажем так, образован левый блок, куда еще вошел левый фронт, и все, скажем так, прогрессивные представители левых сил объединились. И, скажем так, одним, можно сказать, кулаком участвуют в предстоящих выборах в Государственную Думу. И в списке от КПРФ также принимают участие многие члены нашего движения. Например? Анжелика Егоровна Глазкова, это супруга Николая Николаевича, также Анна Левашова, это по Алтайскому краю, и Митрофанова Татьяна, это она представитель из Самары. Я знаю, что левого фронта у нас баллотируется Удальцова, жена того самого Удальцова, лидера и руководителя левого фронта также. Да. То есть у нас весьма широкая коалиция, и вы в Якутске поддерживаете тоже Компартию, правильно? В Якутии. Да, непосредственно участвуем. Здесь мы вошли в состав предвыборного штаба КПРФ, и еженедельно мы принимаем участие в заседаниях этого штаба. Да, и мы активно все поддерживаем и агитируем голосовать на предстоящих выборах 19 сентября за КПРФ. Слушай, очень интересно, а вот именно 19 сентября, а почему не 17, не 18? Сейчас нынешние власти они организовали эти трехдневное голосование под видом того, что ковид и т.д. и т.п. Но мы все-таки агитируем, чтобы люди шли именно 19 сентября голосовали. Это, скажем так, один из инструментов борьбы со вбросами, которые, я так думаю, возможно... Могут быть. А в чем сам элемент борьбы тогда конкретно? То есть прийти на участок и удостовериться? Да, удостовериться, что, допустим, ты уже не проголосовал. Такое еще сейчас говорят, там же в соцсетях пишут, возможно, что в ваш адрес могут быть еще вписаны какие-то еще лица дополнительно.
скажем так, мертвые души. По прописке. Да, по прописке. Очуметь. Очуметь, говорю, просто обалдеть, какие технологии нынче предвыборные. Слушайте, а вот как с этим бороться? КПРФ, говорят, красный контроль запустила. Да, мы в красном контроле, наши многие движения уже начали регистрироваться, чтобы быть наблюдателями на выборах предстоящих. Ну, у нас уже опыт кое-какой есть. Мы в прошлом году участвовали 1 июля на этих... На Конституции. Да, по Конституции. И когда вот весной были выборы мэра города Якутска, где вот от КПРФ Сава Михайлов шел, мы вот 3 дня стояли вот весной, в марте. 3 дня наблюдателями были. И вот сейчас тоже 3 дня будем стоять. Слушайте, в качестве наблюдателей. Альберт, прекрасно, что у вас такое движение. Ну, вообще, о Николае Николаевиче я много наслышан. Я знаю, что он работал дипломатом. По образованию он коллега-историк. Вы историк? Я не историк, но я очень увлекаюсь историей. И благодаря этому я уже как бы пришел в это движение, узнал, кто такой Николай Николаевич. Ну, сперва я никогда не знал его. Смотрю, какой-то мужчина об истории рассказывает. Я заинтересовался. Импозантный. Да. И после этого я уже как бы вот влился в движение. Благодаря этому. А так он закончил в свое время в 80-х годах еще МГИМО. Работал в наших советских посольствах, это ФРГ, потом он работал в США, уже когда вот Российская Федерация стала. Очень, в принципе, богатая биография у Николая Николаевича. Ну и хотелось бы узнать, Альберт, вот ты сейчас являешься координатором. Сколько у нас вообще сторонников Николая Николаевича Платошкина? Для наших подписчиков. Ну, примерно хотя бы. Нет, есть ли в каждом районе тоже координатор? Нет, в районах есть руководители ячеек. У нас там довольно такие сильные ячейки. Это вот в Нерюнгри там Дмитрий Бузин, в Ленске Новолодский Алексей, в Алдане есть. И вот в Якутске у нас тут тоже вот ячейка. Так вот зарегистрировано более 200 человек по Якутии, по республике. То есть к ним можно, нашим подписчикам, обратиться, если они тоже болеют за социализм, хотят, если они там не нашли Компартию или в Компартию прийти, и там тоже зарегистрироваться наблюдателями, правильно? Да. Вот. Большое спасибо, и, наверное, открытый микрофон, скажите, пожалуйста, что-нибудь нашим избирателям, какой-нибудь, что бы вы хотели вообще сообщить? Сейчас вот предстоят выборы, еще раз вот повторюсь, они начнутся 17 сентября, закончатся 19. Возможно, это будут вообще последние выборы в нашей вот политической жизни. Неизвестно, что нам еще вот нынешние власти еще могут придумать. Поэтому, как говорится, несмотря ни на что, там огород, не огород, ремонт, не ремонт, руки в ноги и идем голосовать 19 сентября за КПРФ. Наше дело правое, победа будет за нами, враг будет разбит. Спасибо большое, Альберт. А на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Благодарю. Спасибо.